Здравствуйте! В государстве Алания 18 часов и в прямом эфире информационный выпуск сегодня. С вами Ирина Кусраева и вот главные темы дня. Снова все на выборы. Во второй тур президентских выборов вышли Анатолий Бибилов и Алан Гаглоев. «90 лет в эфире». В 1932 году, 11 апреля, жители Южной Осетии услышали первые радиопередачи. Помощь жителям Мариуполя. Остинские добровольцы доставили очередную гуманитарную помощь. ЦИК Республики огласила официальные результаты голосования, по итогам которых пройдет второй тур президентских выборов. Во второй тур выходят действующий глава государства Анатолий Бибилов и лидер партии НАХАС Алан Гаглоев. Стелла Бязрова подробнее. На утро 11 апреля обработано 95% протоколов. Согласно первым официальным результатам ЦИК, во второй тур президентских выборов выходят Анатолий Бибилов и Алан Гаглоев. Голоса избирателей распределились следующим образом. Бибилов Анатолий Ильич – 9706, что составляет 33,5% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Гаглоев Алан Эдуардович – 10705, что составляет 36,9% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Согласно статье 49 Конституционного закона Республики Южная Осетия о выборах президента Республики Южная Осетия, избранным считается кандидат на должность президента Республики Южная Осетия, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Исходя из данных, 95% обработанных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента Республики Южная Осетия, ни один из кандидатов на должность президента Республики Южная Осетия не получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и ни один из них не был избран. По словам Гагиевой, второй тур президентских выборов должен пройти не позднее 15 дней. Окончательная дата проведения второго тура выборов будет назначена через 2 дня после опубликования результатов выборов. Повторное голосование в соответствии со статьей 50 Конституционного закона Республики Южная Осетия о выборах президента Республики Южная Осетия проводится не позднее, чем через 15 дней со дня установления результатов общих выборов. Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия обнародует дату повторного голосования по выборам президента Республики Южная Осетия по 2 зарегистрированным кандидатам на должность президента Республики Южная Осетия, набравшим наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Согласно данным ЦИК, на третьем месте Александр Плеев. Он набрал 3434 голоса. На четвертом Гарри Мулдаров. У него 2592 голоса. За Дмитрия Тасоева проголосовало 822 человека. Против всех 528 граждан. Всего в президентских выборах приняло участие 28 976 человек. После оглашения итогов в пресс-центре ЦИК выступили наблюдатели из Общественной палаты. Все они отметили демократичность выборов. Все это соответствовало и мировым нормам, международному законодательству, конечно, национальному законодательству, и каких-либо явлений, нарушений там, где мы были, посмотрели, не было. При этом также хочется отметить, что действительно здесь для нас была новая система изучения, как направляются наблюдатели на избирательные участки, наблюдатели с правом подписи, без права подписи. И, безусловно, такой процесс, он создает открытость избирательному процессу. Было отмечено, что выборы прошли спокойно, никаких нарушений не зафиксировано. Стелла Бязрова, Рауль Кочев, Сармат Гузитаев, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Вице-спикер Совета Федерации Российской Федерации Константин Косачев заявил, что нет никакого сомнения, что выборы прошли в соответствии с Конституцией и действующим законодательством. Он также отметил, что исход голосования за гражданами Южной Осетии. Роза Тедеева продолжит.
Затем, как проходили президентские выборы в Южной Осетии, следили международные наблюдатели из России, Абхазии, Сирии, Венесуэлы, Австрии, Италии и многих других стран. Сегодня, после оглашения результатов, депутаты и сенаторы высказались по поводу прошедших выборов. Так, вице-спикер Совета Федерации Российской Федерации Константин Косачев заявил, что выборы прошли в соответствии с Конституцией Республики Южная Осетия. Их никто не ставит под сомнение. Нет никакого сомнения, что выборы прошли в соответствии с Конституцией, действующим законодательством. И если я не ошибаюсь, на данном этапе никто не ставит под сомнение действующую процедуру голосования, подготовку к выборам и их организацию. Исход голосования за гражданами Южной Осетии. Мы можем только наблюдать за этим процессом. Будем ждать второго тура. Между тем, российские политики считают, что сегодня граждане Южной Осетии находятся перед сложным выбором, ведь республика в ожидании второго тура. По мнению первого заместителя председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, во второй тур президентских выборов вышли два достойных кандидата. Нынешний глава республики Анатолий Бибилов и лидер политической партии НХАС Алан Гаглоев. Кандидаты, которые вышли во второй тур, в своих программных речах говорили о воссоединении с Россией, о будущем республики только вместе с Российской Федерацией. Поэтому у граждан во втором туре будет тяжелый выбор, так как оба кандидата достойные. Народ сам решит, кто поведет Южную Осетию дальше. Все аккредитованные в республике наблюдатели отметили, что голосование прошло без эксцессов. Никаких нарушений и замечаний на избирательных участках зафиксировано не было. Роза Тедеева, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. О том, что выборы прошли спокойно, без происшествий, заявили в Министерстве внутренних дел. За правопорядком во время выборов президента Южной Осетии следили более 600 сотрудников. Как отметили в ведомстве, никаких нарушений общественного порядка и фактов нарушений избирательного законодательства не было зафиксировано. Выборы прошли без происшествий, сообщает МВД республики. Правоохранительные органы осуществляли охрану общественного порядка на всех участках. Приказом министра внутренних дел был создан оперативный штаб на период проведения выборов президента. В охране правопорядка были задействованы практически все подразделения МВД, в том числе ОМОН и СОБР. Что касается оперативной обстановки, то как и во время выборов, так и на сегодняшний день у нас по республике оперативная обстановка находится в стабильном положении. В оперативном штабе МВД по выборам и в дежурных частях не было зафиксировано ни одно сообщение и ни одно нарушение об нарушениях законодательства о выборах. Также сотрудники МВД сопровождали членов участковых избирательных комиссий при транспортировке документации с результатами выборов. После окончания голосования протоколы с избирательных участков с бюллетенями были по сопровождению доставлены в территориальные избирательные комиссии. И в свою очередь с территориальных избирательных комиссий в сопровождении экипажей ОМОН они были тоже доставлены в Центральную избирательную комиссию. У каждого здания избирательного участка работали инспекторы дорожно-патрульной службы. Кроме того, сотрудниками МВД были доставлены бюллетени на избирательные участки, открытые за пределами республики. В Москву, Владикавказ и в Республику Абхазия. В общей сложности в охране выборов президента было задействовано более 600 сотрудников и 100 единиц специального автотранспорта. Также сотрудники МВД будут переведены на усиленный режим несения службы до проведения второго тура выборов. Роза Тедеева, Регина Черткоева, Альдина Чехоева. Информационный выпуск сегодня. Очередная гуманитарная помощь из Южной Осетии. Осетинские военные доставили жителям Мариуполя продуктовые наборы. Военная спецоперация на Украине продолжается. В ней принимают участие и добровольцы из Южной Осетии. На днях им удалось провести очередную успешную операцию. Наш корреспондент Оксана Дживоева расскажет подробнее. Продолжается специальная военная операция Российской Федерации по защите населения Донбасса. День за днем все больше территорий освобождаются от нацистов. Добровольцы из Южной Осетии также по-прежнему на передовой. На днях они участвовали в раздаче гуманитарной помощи жителям города Мариуполь.
Вот тут рядом, можно сказать, потому что люди тут на самом деле сильно нуждаются. Пообещали, что еще раз приедем. Вот приехали к ним еще раз. И будем в дальнейшем приезжать тоже. Бойцы службы внешней разведки Южной Осетии провели операцию, в ходе которой они достали важные документы СБУ под грифом «Секретно». Все бумаги переданы специалистам для изучения. Для человека, интересующегося документами, а в особенности секретными документами, конечно, это целый кладезь информации, который можно изучать не то что сутки, а, наверное, недели. На каждом документе стоит печать ВОДТ. Это отдел защиты государственной тайны. То есть каждый документ здесь засекречен. На некоторых документах сразу 3 печати, то есть они проходят по 3 реестрам. Вот это, например, документ Министерства обороны Украины о визите сотрудников посольства США в Киеве в одну из войсковых частей. И список: все американцы, все с номерами паспортов, имя, фамилия и вот программа визита. После штурма здания СБУ Украины в Мариуполе было осмотрено, но документов не нашли. Каратели успели замести следы, а документы вывести. Но благодаря успешной операции службы внешней разведки Южной Осетии документы были изъяты. Ребята из нашей республики остаются на Донбассе, плечом к плечу с российскими солдатами продолжают сражаться против нацистов. Оксана Джуева, Зарема Арсоева, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. 11 апреля – день основания Юго-Осетинского радио. Основано 90 лет назад, радио нашей республики имеет богатую историю, прекрасные традиции. У истоков создания стояли многие именитые журналисты-писатели. Теперь славные традиции продолжают молодые, талантливые сотрудники радиостанции ИР. Слушателям предоставлена разнообразная сетка вещания, хорошая музыка, интересные передачи. Об истории создания и дне сегодняшнем расскажет Алена Уттаева. 90 лет в эфире. Национальное радио на протяжении почти века ежедневно выходит в эфир. Образованное в 1932 году, радио сменяло поколения, новые голоса и новые люди. Но неизменно остается одно – добрые традиции. Коллектив радио во все времена славился профессионалами, и сегодня на радио продолжают трудиться молодые и талантливые. Abun nefir kududi aftavjin, men baftavjistan yuşalar alabard. Radyoyu şirketler kustay kaysar tamadun mesinekte. Şerafta karjak momenta sa radyoyu şarday sa kustay sa mesinekte kudroy tuy radyoyu kusse. Ben az derste tasti Ukrayna xabarta ma vitxay gitslay fawrat tamaş barakbun hu sarazın mafalaya. Orgaftım sardma. Sortum kadar vzong festival başa takut tamirince zagam izare fir kuzenç dua annay. Ma sayfir vajenç funjay. As-sakhatma irun vzagal maftarasud ve imbadafta ençun ma khurz vajen sayfir afta расуд vajenç. Mesela kus ma kus. Каждый день в прямом эфире радио ИР. Свежие новости, обсуждение актуальных тем, авторские проекты, интересная музыка. Маххусам Самохан – девиз каждого радищика. Одну из популярных передач «Анна Эрдегай-Бакаст» ведут 2 Анны – Кулухова и Гасиева. Байрают на радио Махус читам. Седадуа Марта Фэмэл Анна Эрдегай-Бакаст Мах Анната Кулухон. Амагасион Уэйзер Хорс. Заместитель директора по радиовещанию Алан Схавребов поздравил коллег и ветеранов Юго-Осетинского радио с 90-летием образования государственного радио. Праздник праздником, а проблемы никто не отменял, тем более многолетние. Алан Схавребов снова напомнил о давнем вопросе касательно распространения радиосигнала на всей территории республики. Еще проблема, что проблема есть, мы когда мы самоданы видим, алхот на войне будет вышвадать. Мы можем что проблема есть. Problema не скончится фала. Фандитна шамай на радио из Алтакусу и на республику. Хоштека и дасоз барш замшикус нави ауш проблема якоин канен фала кару манискучо кана хоштека скин волошава радио сигнал мя بنتور رجبای کوتو لینگوردر. من اماشته که خوزنش سخین ولش هرچه ما لینگورش هرچه ما جاو وزارخس زناور در تنگ وزارخس نبون زغم مناخس
на кой сайта бентонерное радио. من افنده شمای وش پروبلماس که چه ما ریسپوبلیکا آل قودر آل کومدر رادیو قصه. هر فکرنس فی چه در نرادیو ما کشتن اشتر بودنس زن کیدم قصنج کیوزارنچ رادیو ایر تنگ اکتیونسته فستنچنم جورنچنم ساقود تا سین کارنتن جورنچ ماسم کزای نق قوسم ما آدم اکتفنده وش در مرزم نکوست من نفسی اسم ودو مخ قوشت مختاتن کشتم از زرد مشاوجین. Впереди много новых проектов, идей, и коллектив радио непременно продолжит радовать своих слушателей интересными передачами. Алена Утаева, Заур Устаев, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды на завтра, 12 апреля. По всей республике будет пасмурно, небольшой дождь. В Знаурском районе днем +3, ночью +1. В Дзауском районе днем 3 градуса тепла, ночью -1. В городе Койса днем -3, ночью -6. В Ленигорском районе днем +4, ночью -2. В столице республики в Цхинвале днем +4, ночью -2. Я благодарю вас за внимание. До свидания.